Отправляется в путешествие по океану корабль девятиклассников. Просьба, провожающие, отключите мобильные телефоны. 9 лет назад от причала вышла в открытое море парусная флотилия. Попутный ветер весело раздувал паруса. На голубом небе не было ни облачка. Долго мотала флотилию по бурным школьным морям. И, наконец, вдали отчетливо показалась бухта выпускников 9 классов. А где-то вдали замаячил залив основного государственного экзамена. Дружная команда из 146 человек прошла все испытания, чувствует себя уверенно, знает, чего хочет и упорно идет к намеченной цели. Давайте же посмотрим, кто прошел все испытания и готов плыть через бури и штормы во взрослую жизнь. Экипаж 9 А класса, классный руководитель Ноева Акулина Афанасьевна. Экипаж 9 Б класса, классный руководитель Акимова Наталья Кирилловна. Экипаж 9 В класса, классный руководитель Саргадаева Саргалана Анатольевна. Экипаж 9 Г класса, классный руководитель Парфенова Татьяна Викторовна. Экипаж 9 Д класса, классный руководитель Погадаева Елена Александровна. Экипаж 9 Е класса, классный руководитель Савина Луиза Васильевна. Они прокладывали свой курс через опасные рифы и мели, и теперь им не страшны никакие испытания. Надеемся, что они выдержат с успехом выпускные экзамены. Над океаном веет ветер вольный, он смело надувает паруса. Плыви вперед,
Вперед, корабль отважный, школьный, нам не страшны ни буря, ни гроза. А что же дальше? А дальше перед нами 100 дорог. Но только от того, какой путь мы выберем сейчас, зависит наше будущее. Кто-то решит продолжить свое обучение в других образовательных учреждениях, а кто-то перешагнет порог 10 класса. А мы встречаем дуэт 3-го Б-класса с песней «Все будет круто». За эти годы у нас было 12 тысяч уроков, более 120 учебников, а в них более 25 тысяч страниц. В среднем от школы до дома и обратно за эти годы мы проплыли путь, равный 3500 милям. Для нас прозвенело более 25 тысяч звонков. Для оглашения приказа о допуске к основному государственному экзамену на сцену приглашается заместитель директора по учебно-воспитательной работе Изабелла Иннокентьевна Дягилева. Дорогие выпускники, уважаемые родители и учителя, разрешите всех поздравить с прекрасным праздником последнего звонка. Ребята, сегодня прозвенит для вас последний звонок. Звонок, который сопровождал всю ваше детство, вашу юность, все эти 9 лет. Звонок, который приглашал вас к урокам, изучать сложный мир математики, красоту родного языка, окружающий мир, историю Отечества. Звонок, который звал вас на перемены, к общению друг с другом, встрече с друзьями. Разрешите прочитать приказ о допуске к экзаменам. Приказ от 20 мая 2016 года
номером 01-08/177 о допуске обучающихся 9 классов к сдаче государственных экзаменов за курс основной школы. На основании решения Педагогического совета муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа номер 31» с углубленным изучением отдельных предметов городского округа город Якутск, протокол номер 5 от 19 мая 2016 года приказываю допустить к сдаче государственной итоговой аттестации учащихся 9 А класса в количестве 18 учащихся, девятый Б класс 25 обучающихся, 9 В класс 30 обучающихся, 9 Г класс 23 обучающихся, 9 Г класс 23 обучающихся, 9 Е 27 обучающихся, 'Таким образом, к государственной итоговой аттестации допущено все 146 обучающихся. Приказ подписала директор школы Валентина Юрьевна Рыбкина. Ребята, впереди у вас последний рубок. Выпускные экзамены. И мы, учителя, которые радовались вашим успехам, огорчались вашим неудачам за все 9 лет. Очень надеемся, что вы успешно сдадите все экзамены и через месяц получите аттестат об окончании основной школы. Желаю вам веры в свои силы и знания, моральной стойкости, трудолюбия и ответственности на этих выпускных экзаменах. Удачи вам и успехов! Все звонки, уроки, линейки, вся наша школьная жизнь проходила под неусыпным контролем человека, который знает всех членов экипажа каждого класса, всегда выслушает, разберется, поможет. Слово предоставляется директору школы Валентине Юрьевне Рыбкиной. Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать все ваши дружные экипажи в нашем зале, в нашей, в общем-то, всеми любимой гавани. Рада приветствовать и всех тех, кто обычно ожидает свои экипажи у причала. Желаю им всего самого доброго в пути. Сегодня, подводя итог нескольким очень серьезным годам плавания, конечно, надо сказать, что мы, в общем-то, в целом довольны тем уровнем качества знаний, которые демонстрируют ребята, сидящие в зале. И, как уже сказала Изабелла Накетина, все 100% ребят допущены до государственной итоговой аттестации. Я хочу сказать, что педсовет по допуску к экзаменам иногда проходит достаточно плотно, напоминаем морские баталии, и прошедший недавно педсовет не стал исключением, но тем не менее все допущены, и я хочу, чтобы все мы воспринимали это не только как аванс, но и как определенную серьезную степень уверенности в том, что каждый из вас, приложив определенные усилия, сможет преодолеть рубежи государственной итоговой аттестации с успехом, для того, чтобы впоследствии иметь возможность выбирать свой курс, то есть плыть не туда, куда волны жизни поведут, а туда, куда вам надо, куда вы хотите, куда ведут вас ваши устремления и мечты. Я хочу поприветствовать отдельно тех ребят, кто уже сегодня
а таких немало, выбрал для себя профессиональное образование и, соответственно, как мы считаем, выбрал свой путь в жизни. Мы очень рады, что все эти годы мы были вместе. Мы надеемся, что тот багаж, который вы получили в школе, вам пригодится. Мы уверены в этом. И мы надеемся, что вы сможете его приумножить в очень серьезные профессиональные компетенции, которые обеспечат успешность вам, вашим близким, семье, нашей стране в целом. И особенно за вас будем переживать на этих экзаменах, крепко держать кулачки. За тех же ребят, с кем мы планируем и кто планирует с нами встретиться 1 сентября в 10 классе в нашей школе или в школах города Якутска, им хотелось бы нам пожелать взвешенных тоже решений, чтобы вы, принимая для себя такое решение перейти в среднюю школу, взяли вы на себя и какие-то внутренние, сами перед собой обязательства, очень серьезно в учебе поднажать, очень серьезно увеличить свои именно интеллектуальные интересы и очень серьезно быть готовыми увеличить объем времени, который вы будете тратить на выполнение домашнего задания, на учебные действия. Я хочу сказать, что в нашей школе, как вы все знаете, очень много лет, уже более 20, по-моему, лет, живут традиции профильных классов. И в этом году мы несколько усиливаем эту составляющую, говоря не только о том, что мы выделяем, значит, классы по, скажем, физико-математической направленности, естественно-научной, биолого-химической. На будущий год мы открываем 10-й медицинский профильный класс. Само на себя название говорит о том, что профиль будет ориентирован не просто на биологию, химию и связанные с ними предметы смежные, а именно на медицинские профессии. В этой связи мы уже имеем договоренности определенные с медицинскими учреждениями города Якутска. Это Республиканская больница номер 2, руководитель Татаринова Ольга Викторовна, и медицинский центр города Якутска, руководитель Борисова Елена Афраимовна, с которыми есть у нас определенные планы по, значит, громко не скажешь, прохождения практики, поскольку медицинские манипуляции все очень жестко регламентированы, но по определенному взаимодействию в учебных целях и волонтерских. И совсем недавно решением научно-методического совета нашему будущему 10 классу присвоен статус фирменный класс ВФУ. Я прошу показать, вчера нам вы передали, значит, об этом документ, табличку. Вот такой фирменный класс ВФУ медицинский будет работать на будущий год. И я знаю, что многие из вас уже заявление в него подали. Отбор в класс будет идти по рейтингу результатов ОГЭ по выбору химии и биологии. В класс будут набираться дети не только нашей школы, у нас уже есть достаточно много заявлений от школьников других образовательных учреждений. И я хочу сказать, что вот еще есть время хорошо все взвесить и, посоветовавшись со своими родителями, принять это решение. Если вдруг кто-то из вас не выбрал экзамен по выбору биология и химия, остается еще возможность, согласно нашего положения, обсудить вопрос поступления в медицинский класс, если эти предметы находятся в сфере ваших интересов или в сфере интересов вашей будущей профессии. Это в большей степени для взрослых присутствующих я говорю. Подумайте, есть время еще над этим. В учебный план класса будут добавлены часы не только на физику, и не только на химию и биологию, но также и на физику и математику. Поэтому сохранить свои смыслы вот в физико-математическом направлении тоже удастся, обучаясь в этом классе. Ну а после делового объявления все-таки разрешите мне вернуться к нашей праздничной теме и всех поздравить с праздником последнего звонка. Желаю вам удачи на экзаменах. Сегодня мне хотелось бы сказать, что среди нас есть такие ребята, которые сегодня свои основные экзамены уже сдали и успешно перешли рубежи государственной итоговой аттестации. Это те дети, которые готовятся и должны усилить свои сейчас тренировки по подготовке к 6-м международным спортивным играм «Дети Азии». Сегодня некоторые из нас уже получают аттестат о получении основного образования. Позвольте приступить к церемонии вручения аттестатов. Аттестат об основном общем образовании вручается Поповой Карине Евгеньевне.
основном общем образовании я приглашаю на сцену получить Васильева Никиту Егоровича. Аттестат об основном общем образовании вручается Родин Илья Сергеевич. Прошу на сцену. Для получения аттестата об основном общем образовании на сцену приглашаю Суян Владимирович. Аттестата, как еще не прибежал с тренировок, чуть позже мы к этому вернемся. Всем, кто получил аттестаты, я вас поздравляю, желаю вам дальнейших и учебных, и спортивных успехов. Еще раз всех с праздником! Напутствие дано, списки пассажиров уточнили, отдать швартовые, поднять якорь, полный вперед! В этот торжественный миг мы бы хотели отметить тех ребят, которые за 9 лет плавания добились определенных высот. Кто-то проявил себя в научной деятельности, кто-то подружился со спортом, а кто-то радовал нас своим талантом не только на школьной сцене, но и на различных площадках нашей республики. Для награждения победителей в номинации «За достижения в науке и учебе» на сцену приглашается заместитель директора по учебно-методической работе Мичурина Елена Викторовна. Дорогие выпускники, для вручения дипломов победителям номинации «За достижения в науке и учебе» приглашаются ученица 9 А класса Ковальска Сулчана, ученица 9 А класса Николаева Амадея, ученик Николаев Амадей, ученица 9 А Сидорова Виктория, ученица 9 Б класса Иванова Эвита, ученица 9 Б класса Петухова Валерия, ученик 9 Б класса Спиридонов Андрей, ученица 9 Б класса Евдокимова Виктория, ученик 9 Б класса Давыденко Николай, ученик 9 Б класса Местников Владимир, ученица 9 Б класса Борисова Надежда, ученик 9 В класса Зорин Алексей, ученик 9 В класса Крючков Василий, ученик 9 В класса Иванов Михаил, ученик 9 В класса Винниченко Вениамин, ученица 9 В класса Скрябина Анастасия, ученица 9 Д класса Абрамова Александра, ученик 9 Д класса Петров Вячеслав, ученица 9 Е класса Дмитриева Арина, ученица 9 Е класса Иванова Кюней
и ученик 9 Е-класса Эверстов Николай. Дорогие номинанты, я от всей души поздравляю вас с вручением такой великолепной номинации за достижения в науке и учебе. Потому что здесь на сцене не только отличники и хорошисты учебы, но и победители и призеры муниципальных и региональных предметных олимпиад. Мы очень гордимся вашими успехами, ребята, потому что это не только престиж, авторитет нашей школы, но это ваша личная победа, это ваш личный труд, это ваше личное достижение. Не могу сказать, что вы на верном пути, потому что в будущем именно такие специалисты будут востребованы нашей стране, нашему государству, грамотные, компетентные, умные, с новым мышлением, с новыми подходами. И я думаю, что те знания, которые вы получили в стенах нашей школы, ваше стремление к совершенствованию, ваше трудолюбие обязательно приведет к успеху. Дорогие выпускники, независимо от того, какой путь жизненный вы в дальнейшем выберете, самое главное, оставайтесь людьми, людьми с большой буквы. И я надеюсь, что вы станете достойными гражданами и патриотами нашей школы, нашего города, республики и страны. В добрый путь, дорогие выпускники. Ну а всем прежде всего хочется пожелать на экзаменах ни пуха, ни пера. Для вас поет ученица 9 Е-класса Стрельцова Анна. О чем мечтаешь ты? О днях прошедших не грусти напрасно. И твои заветные мечты
Для награждения победителей в номинации «За достижения в спорте» на сцену приглашается заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мостовой Анатолий Владимирович. Дорогие ребята, вот и закончился 9-летний марафон со своими уроками, переменами, домашними заданиями и контрольными. Для вас настает ответственная пора сдачи государственных экзаменов. Но сегодня у нас праздник, день последнего звонка. И в этот день мне хочется отметить наших ведущих спортсменов, которые выступают, защищали честь нашей школы на соревнованиях различных уровнях и будут защищать Республику Саха-Якутия на 6-х международных играх «Дети Азии». 4 вы уже видели на сцене, не получили аттестаты. И я приглашаю на сцену для вручения аттестата об основном общем образовании Сентизову Надежду Руслановну. Это 5-й человек сборной команды Республики Саха-Якутия, который будет защищать честь республики. На сцену приглашается для вручения номинации за достижения в спорте ученик 9 А класса Горохов Мирослав. Горохова Мирослава. Ученику 9 А класса Иванову Степану. На сцену приглашается ученик 9 Б Цой Ян. На сцену приглашается ученик 9 Б класса Местников Владимир. На сцену приглашается ученик 9 Б класса Леснев Даниил. На сцену приглашается ученица 9 В класса Яковлева Владислава. Ученик 9 В класса Осиков Денис. Ученица 9 Г класса Попова Карина. Ученица 9 Г класса Сентизова Надежда. Ученик 9 Д класса Торчев Александр. Ученик 9 Д класса Родин Илья. Ученик 9 Д класса Васильев Никита. Ученик 9 Е класса Попов Олег. Ученик 9 Е класса Смолин Марк. И это еще не все. Мы награждаем нашу команду среди девушек, занявших 2 место в регулярном чемпионате города Якутска по волейболу. Награждается почетная грамота Сентизова Надежда, занявшая 2 место в чемпионате города Якутска. Награждается Вознюк Екатерина, занявшая 2 место в регулярном чемпионате города Якутска по волейболу среди девушек. Награждается почетная грамота Яковлева Владислава, занявшая 2 место среди девушек в чемпионате города Якутска.
нашей школы на спортивных аренах. А тем ребятам 5 человек, которые будут защищать честь республики, побед и легких стартов. Спасибо. Всем остальным успешно сдачи экзамена. Всех девятиклассников поздравляет ансамбль 2 Б класса. Победителей в номинации за проявленные лидерские качества на сцену приглашается заместитель директора по воспитательной работе Кулагина Людмила Александровна. Добрый день, уважаемые учителя, родители, дорогие ребята. Конечно же, в этот особенный для вас день хотелось бы поздравить вас и пожелать удачи на предстоящих экзаменах. И разрешите вручить номинацию за проявленные лидерские качества. Я приглашаю на сцену ученика 9 А класса Павлова Вадима. Игнатьеву Джулустан. Игнатьев Джулустан. Аплодисменты. Лукина Павла. На сцене оставайтесь, пожалуйста, ребята. На сцене, пожалуйста, оставайтесь. Я приглашаю на сцену Лукина Павла. Где он у нас? Петухов. Ученица 9 Б класса Петухова Валерия. Головацких Анна. Дикусар Любовь. Петухова Валерия, пожалуйста.
Конечно же, удачи на экзаменах – это главное. За новой целью, за новой мечтой дорогу ты продолжишь. Мечты достигнешь. Главное, не стой. Дороги нет, продолжишь. Удачи и полный вперед! награждения победителей в номинации «За достижения в творчестве» на сцену приглашается заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сивцева Марина Валерьевна. Добрый день, уважаемые выпускники! Позвольте от своего имени, от имени администрации школы еще раз поздравить вас с успешным завершением еще одного жизненного рубежа. Мы надеемся, что вы получили необходимый объем знаний, который обязательно пригодится вам в жизни. Пусть дальнейший ваш путь пройдет так же ярко и незабываемо, как сегодняшний прекрасный, знаменательный для вас день. Идите своей дорогой, смело глядя вперед, и не бойтесь трудностей. И диплом, а точнее дипломы в номинации «За достижения в творчестве» вручаются ученику 9 А класса Иванову Степану, ученику 9
учительницу 9 Е-класса Кожевяткиной Анжелики. Ученицы 9 Е-класса Дмитриевой Надежде. Ученицы 9 Д-класса Севастьяновой Анне. Ученицы 9 В-класса Афанасьевой Дарье. Ученицы 9 Д-класса Алексеевой Аделине. Ученицы 9 В-класса Князевой Елизавете. Ученицы 9 В-класса Скрябиной Анастасии. Ученицы 9 В-класса Скрябиной Анастасии, уже сказали. Ученицы 9 Б-класса Эверстовой Эльвире. Ученицы 9 Б-класса Кумовой Алине. И ученица 9 Б-класса Матвеевой Алене. Ученица 9 А-класса Пермякову Семену. Ученику 9 Б-класса Ларионову Артему. Желаем вам, ребята, дальнейших успехов в учебе и в творчестве. В исполнении ученицы 9 В-класса Афанасьевой Дарьи.
номинации «Активист детского общественного объединения» на сцену приглашается педагог-организатор Короткова Анна Александровна. Активист детского общественного объединения. Активист – это тот человек, который состоит в активе детского общественного объединения своей школы, в данном случае это «Алые паруса». Это тот человек, который готов активно участвовать во всех мероприятиях школы, иногда не только участвовать, но и их проводить. Активист – это тот человек, который готов развиваться, готов вести общественно-социально значимую деятельность на благо своей школы и на благо своей Родины. Их не так много, но эти дети прошли с нами до конца, стали нашей правой рукой и буквально вчера активно помогали в проведении последнего звонка для 11 классов. Итак, разрешите вручить свидетельство лидеру детского общественного объединения «Алые паруса», ученице 9 Д класса Бурангуловой Татьяне. Общественного объединения «Алые паруса», ученица 9 Д класса Березкина Влада. Лидер детского общественного объединения «Алые паруса» Севастьянова Анна. Три красавицы стоят на сцене, спасибо вам большое, но особо отметить мне бы хотелось ученика 9 В класса, победителю в номинации «За достижения в спорте» Гуляев Максим. Гуляев Максим выходит и присоединяется к девочкам. Общее фотографирование. Спасибо вам, ребята. Слева по борту виден остров. Это остров детства. Так давай оглянемся назад и увидим, какими мы были, когда шумная стайка веселых ребят впервые по школьному морю поплыли. Приглашаем на сцену наших первых учителей Шматкову Татьяну Яковлевну, Корякину Варвару Николаевну, Козлову Анну Александровну, Ларионову Ольгу Алексеевну, Андреевну Зинаиду Егоровну, Сивцеву Светлану Денисовну. Добрый день, дорогие наши ученики, любимые мальчишки и девчонки, уважаемые учителя, родители и гости. Примите от нас самые искренние поздравления с окончанием общеобразовательной школы. Мы встретились с вами, был первый звонок, листвы разноцветия и первый урок. Глазенки блестели, вверх руки тянулись. Я вам, а вы мне в первый раз улыбнулись. Вы были дружны, вы прилежно учились, и в классных, и в школьных делах отличились. Бывало, дрались, ну а больше влюблялись. Стремлению заветной мечте вдохновлялись. Как миг пролетели 4 те года, остались победы, исчезли невзгоды. Потом вас наукам учили другие, им так же, как нам, стали вы дорогими. Еще недавно, прячась за букеты, входили вы с волнением в первый класс. И вот уже напутственным советом мы провожаем на экзамен первый вас. Дорогие наши ребята, у вас сегодня праздничный, волнительный день.
Многие из вас останутся продолжать учебу в нашей школе. Ну а тем, кто выбрал новую самостоятельную жизнь, мы хотим пожелать легкого преодоления препятствий на пути к намеченной цели. Пусть сегодняшний день будет успешным началом новой взрослой жизни. Пусть вам во всем сопутствует удача, и сбудется заветная мечта, и даже в нерешаемой задаче находится решение всегда. Удачи вам на экзаменах, наши дорогие, любимые ученики. И, как говорится, ни пуха, ни пера. Островов, все дальше проникали в даль морской пучины, постигали тайны, становились первооткрывателями. А надежными маяками в этой морской стихии, помогающими не сбиться с пути, обойти мели и опасные рифы, в течение этих лет были наши классные руководители. На сцену приглашаем наших классных руководителей. Вам терпения. В эти ответственные дни пусть удача никогда вас не подведет. Пусть принятые вами решения приведут вас в нужное направление и в нужный успех. Желаем хорошо сдать экзамены, будьте уверены в себе, хорошего настроения, удачи. Для вас сегодня особенный день, особенно для нас, ваших учителей, ваших мам. Мы от всей души поздравляем вас с этим прекрасным праздником. Ведь каждый учитель отдает вам частичку своего сердца. Ой, подождите. Поделившись своими знаниями, ваши победы – доказательство, что наш труд не напрасен. Верьте в себя, вы уникальные личности, которые обязательно добьетесь успеха. Пусть та дорога, которую вы выберете, обязательно приведет к успехам. Счастья! Впереди экзамены, и мы желаем вам ни пуха, ни пера! Уважаемые наши классные руководители, вы мудрецы, которые умело наставляли нас на правильный жизненный путь, делали нас лучше, добрее и умнее. Благодаря вам наши глаза открылись, и мы готовы совершить свой первый полет во взрослую жизнь. Дорогие учителя, спасибо вам большое за это. И простите нас за то, что мы не всегда прислушивались к вашим советам, поступая по-своему, совершали ошибки, заставляли вас волноваться и переживать.
Мы все очень хотим поблагодарить вас за те уроки, которые были, за тот огромный багаж знаний, который вы нам преподнесли. Мы обещаем вам, что все ваши надежды мы оправдаем. Спасибо вам за ваш труд и терпение. Дорогие учителя, музыкальную постановку дарит вам коллектив 9 Д класса. Yeah, that's ugly. I can't even lie. I'm about to be that guy. Someone else gonna have to drive me home. Ring a ring, ring. Ace in the trunk, I'll break that thing. Do your thing, girl, do that thing like. Turn pretty crazy girls trying to grab each other. Undercover friends who ain't nothing but trouble. Baby, I'ma say some only 'cause I love you. People all around the world, sexy motherfuckers. Get ugly. Yeah. And everybody say, get ugly. Пусть компас на вашем судне будет всегда исправным и точно приведет вас к причалу удачи. Мы надеемся, что выпустив вас в открытый океан жизни, вы достойно и уверенно будете идти по намеченному пути. 7 футов под килем. Право дать последний звонок предоставляется отличнице учебы, ученице 9 Б класса Ивановой Эвите.